Все. Все, так держи. Вообще не понял. Абдурахман получает свою первую вакцину от полиомиелита в 7 лет. Это важное событие, разделить с ним приехала бабушка. Говорит, все эти годы его и сестру Салиму родители отказывались прививать, начитавшись интернетных псевдоэкспертов. На фоне сложившейся ситуации на Кавказе, взвесив все «за» и «против», пришли к правильному решению – защитить своих детей от страшного инфекционного заболевания на всю жизнь. Ну, пускай делает, кто не делает прививку. Это нужно для детей, для всех, чтобы от всех болезней, чтобы они сохранились. Мы же тоже делали в детстве прививки. Сейчас тоже надо прививки делать. Они тоже такие же прививки, наверное. Сложнее всего оказалось настроить на прививку Салиму. Уговаривали не бояться укола всей командой врачей и съемочной группой. Все. Салима, больно? Вот, молодец! Сегодня для профилактики заражения полиомиелитом массово применяются 2 вакцины – живая оральная полиовирусная и инактивированная убитая. В России вакцинация против полиомиелита включена в национальный календарь профилактических прививок. Она проводится в 3, в 4,5 и в 6 месяцев жизни ребенка с последующей ревакцинацией в 18 и 20 месяцев, а также в 6 лет. Первые 4 прививки делают инактивированной полиомиелитной вакциной, которая вводится инъекционно. Последующие прививки – живой вакциной, которая закапывается в рот. 30 июля в Ингушетии завершился 3-й тур дополнительной иммунизации детей против полиомиелита. И сейчас мамы активно идут прививать детей. В сельском поселении Троицкое привито более 1200 маленьких пациентов. Врачи подчеркивают, за все 3 тура вакцинопрофилактики никаких осложнений у детей не выявлено. Учитываются все моменты. Это состояние здоровья ребенка, возраст ребенка и перерыв между прививками. В нашей республике вакцина есть от полиомиелита, туда входит и столбняк, и дифтерия, пентаксим, импортная французская. Холодовой режим сохраняется. При проведении вакцинации ребенок должен быть абсолютно здоров. Необходимо провести полное обследование. Так, на приеме у педиатров мамы с 2 детьми, которые по плану должны получить последнюю вакцину. Но после обследования врачи решили не ставить прививку, так как дети простужены и повышена температура. У нас есть свои декретированные сроки обследования детей возрастные. Так, если даже ребенок состоит на диспансерном учете, учитывается диагноз, значит, он проходит иммунологическую комиссию, и если наступила ремиссия какого-либо заболевания, учитывая все эти моменты, выясняет, можно ли провести прививку. Уже больше года в России находят очаги полиомиелита. Неблагоприятная эпидситуация сложилась в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Карачаево-Черкесии. По информации Роспотребнадзора, в республиках самый низкий процент привитых от полиомиелита детей. И главной причиной возвращения забытой болезни стал резкий рост антипрививочников. По словам специалистов, охват иммунизации детского населения по полиомиелиту должен быть не менее 95%. Неустанно работу с отказниками ведут врачи. Подворные обходы, сходы граждан, собрания в школах, садах, медицинские работники предпринимают все меры с целью обезопасить детей от возможного заражения. Семьи здесь в основном многодетные, 3 и более детей. Очень тяжело проводить беседу. Проводим беседу с мамами, с папами, с бабушками, с дедушками. Но, в принципе, результат есть. Результат есть. Родители приходят, они уже начинают понимать. Долгое время в числе отказников были и родители Маты Нагадиевой. Сегодня ей, сестре и брату сделают первую прививку от полиомиелита. Мама делится, что много читала, консультировалась и долго молилась. Сегодня с уверенностью и со спокойной душой привела 3 детей на прививку. Первой вызвалась пройти вакцинацию 7-летняя Мата.
Полиомиелит остается в списке самых страшных инфекционных заболеваний и приводит к нарушениям функции опорно-двигательной системы, атрофии мышц, костным деформациям. Миллионы людей он привел к смерти и пожизненной инвалидности. В 20 веке в России наблюдалась самая масштабная эпидемия острого вялого паралича. Именно тогда советскими учеными совместно с американскими была разработана вакцина, которая впоследствии спасла человечество. До сих пор в мире не существует лекарства от полиомиелита, но у каждого есть возможность не заразиться. И она только одна – сделать прививку. Диана Дударова, Джамалил Султыгов, Новости 24.